Сегодня Бог обращается к вам с жизненно важным посланием, содержащим предостережение и наставление. Бог говорит, что настало время быть осторожным и бдительным, так как кто-то в вашей жизни лицемерит и планирует нанести вам удар в спину. У этого человека могут быть обманчивые намерения, и его действия могут не совпадать с тем дружелюбным фасадом, который он демонстрирует. Бог хочет, чтобы вы знали об этой потенциальной угрозе и приняли необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя от вреда. Получив это послание, уделите время тому, чтобы сосредоточиться и настроиться на свою интуицию. Ваша связь с Домом Божьим принесла вам небесное послание. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите, что Божественное Сознание защищает и направляет вас. Послание Бога наполнено любовью и заботой о вашем благополучии. Очень важно прислушаться к этому божественному предупреждению и быть внимательным к окружающим вас знакам. Лицемер – это человек, который представляет себя перед вами не так, как перед другими. В вашем присутствии он может вести себя дружелюбно и благожелательно, но за вашей спиной он может плести интриги и заговоры, чтобы причинить вред или предать ваше доверие. Божье послание не наводит страх, а скорее дает возможность быть проницательным и мудрым в общении с другими людьми. Это напоминание о необходимости доверять своей интуиции и обращать внимание на любые предупреждающие знаки или несоответствия в поведении этого человека. Божье предупреждение – это также приглашение к анализу своих отношений и оценке того, кто действительно преследует ваши интересы. Окружите себя людьми, которые действительно заботятся о вас, поддерживают ваш рост и уважают ваши границы. Остерегайтесь тех, кто проявляет признаки нечестности, манипулирования или предательства в этой ситуации. Помните, что Бог всегда рядом с вами, Он дает вам руководство и защиту. Вы можете опираться на свою веру и уповать на Божью мудрость, которая поможет вам распознать истину и принять правильное решение. Напишите 222. Доверяете ли вы Богу? Если вы чувствуете, что кто-то замышляет против вас, избегайте конфронтации или враждебной реакции. Вместо этого подойдите к ситуации с милостью и самообладанием. Бог призывает вас быть дипломатичным и напористым в защите своих границ и благополучия. Если вы не знаете, как поступить в данной ситуации, обратитесь за советом к надежному доверенному лицу. Разговор о том, что вас беспокоит, может помочь вам разобраться в сложностях человеческих отношений и получить поддержку. Кроме того, используйте эту возможность для развития чувства самосознания и любви к себе. Бог хочет, чтобы вы осознали свою ценность и значимость как уникальной личности. Осознание своей ценности позволит вам устанавливать здоровые границы и распознавать, когда чьи-то действия не соответствуют вашим интересам. По мере того, как вы будете лучше ориентироваться в своей интуиции и Божьем руководстве, вы сможете лучше различать тех, кто действительно поддерживает и вдохновляет вас. Окружите себя людьми, которые радуются вашим успехам и искренне заботятся о вашем благополучии. В периоды неопределенности обращайтесь к молитве как к способу связи с божественным руководством Бога. Найдите ясность и мудрость в своих духовных практиках
и доверьтесь Богу, чтобы Он направил вас на путь истины и праведности. Помните, что Божья любовь и защита всегда рядом. Вера в Божье руководство поможет вам встретить трудности с силой и благодатью. Используйте этот момент как возможность для роста и самопознания. Двигаясь вперед, оставайтесь верными своему подлинному «Я» и не поддавайтесь влиянию обманчивых действий других людей. Ваша честность и порядочность станут защитой от тех, кто попытается причинить вам вред. Не позволяйте этому предупреждению вселять в вас страх или подозрительность. Наоборот, пусть оно послужит напоминанием о необходимости всегда помнить о том, с кем вы общаетесь, и о том, какую энергию вы впускаете в свою жизнь. Доверьтесь Божьему плану и знайте, что вы никогда не останетесь в одиночестве перед лицом жизненных испытаний. Бог рядом с вами, Он направляет и защищает вас на каждом шагу. С верой и проницательностью вы преодолеете любое препятствие и выйдете на другую сторону более сильным и мудрым. Будьте бдительны, проницательны, а главное, верны себе. Божья любовь и защита проведут вас через это время осторожности и направят в будущее, наполненное благословениями и настоящими связями. Бог всегда с вами и направляет вас на божественный путь. Будьте готовы к этому. Поставьте лайк этому видео, чтобы заявить об этом. Я ваш Отец, ваш Создатель, ваш Бог. Я глубоко знаю твое сердце и говорю с тобой с любовью и властью. Мое нежное слово ласкает твою душу. Когда я прошу вас обрести спокойствие, я уже вдыхаю в этот день божественное дыхание и силу. В тот же день к вам вернутся мужество и энергия, необходимые для жизни. Вы не останетесь в том состоянии, в котором я застал вас, погрязшего в унынии из-за вчерашних событий. Слова, ранившие вас и лишившие надежды, больше не будут удерживать ваши ночи в слезах. Вот что вы должны сделать: доверьтесь мне и положите передо мной страхи, нарушающие ваш сон. Мой нежный и любящий голос говорит с вами. Когда вы будете отдыхать в своей постели каждую ночь, возвращайтесь сюда. Я буду ласкать тебя, как в те дни, и ты снова испытаешь глубокую и прекрасную любовь. Эта любовь выкорчует одиночество и исчезнет страх. Не уходи пока. Уделите мне еще несколько минут, вдохните поглубже аромат вечности. Мое присутствие исцеляет, лечит, обнимает и защищает вас от врагов, которые таятся в аллеях заблуждений. Мудрость, которую я приношу вам, направляет вас на верный путь. Вы отвернитесь от ложных друзей, которые жертвуют своим будущим ради эфемерных выгод и попирают мою любовь, когда я не уступаю их требованиям. Я люблю тебя и повторяю это, потому что хочу, чтобы ты понял, как ты дорог мне. Я благословил многих, но лишь немногие вернулись с благодарными сердцами. Вы один из них, и это наполняет меня радостью. Я тронут тем, что вы любите меня в духе, истине и храните верность. Вы уже поднимаетесь на сверхъестественный уровень. Я могу рассказать вам о своих планах, о том, что должно произойти, и о чудесах, которые вы совершите во имя Мое святое. Ежедневно пейте воду жизни,
и я говорю с вами любящими словами, чтобы вы могли перевести дух. Я продлил годы твоей жизни, помазав твои колени целебным маслом. Я омолаживаю ваши кости и выпрямляю вашу спину. Я увеличиваю вашу выносливость, чтобы вы могли преодолевать горы и долины. Ваша сила и ловкость возрождаются, позволяя вам бежать, когда это необходимо, и ускоряться на пути к цели. Я также наделяю вас терпением, чтобы вы могли ждать. Есть время для спешки и время для медленного шага. Не волнуйтесь, вы услышите мой голос, и я укажу вам путь, по которому вы должны идти. Когда разразится буря или тьма охватит вас, не бойтесь. В самые трудные моменты мой Святой Дух будет направлять вас. Идите смело. Напишите 1010, чтобы получить его. Ваше присутствие окутает жаждущие души, которые вы встретите на своем пути. Когда они видят вас, они чувствуют, как ваше сердце наполняется радостью. В них появляется необъяснимое, но ощутимое знание. Они ощущают исходящую от вас целительную силу. Я даю вам новый взгляд на ваше истинное «Я». Неважно, что говорили вам другие или как вас осуждали завистники, которые могут только завидовать, не разбираясь в собственной жизни и боли. Они знают, что я рядом с вами, когда вы идете к большим достижениям. Они не находят способа остановить вас. Это правда, что вы как глина, а я как гончар. Долгое время я ковал вас. Я лепил вас своими руками, и вы прошли через огонь. Теперь ваша вера неуязвима, как сталь. Вы как сосуд, готовый к наполнению моим Святым Духом. Благословения и дары. Такова реальность. Будут те, кто попытается разрушить вас, но им не удастся сломить вас. Тех, кто оценивает вас с презрением, ждет сюрприз. Те, кто думает, что сможет легко победить вас, будут удивлены, увидев армии, которые вас охраняют. Их слезы страха будут сопровождать эти слова, наполняющие вас силой и покоем. Та же сила, что создала Вселенную, сопровождает вас повсюду. Поэтому никогда ничего не бойтесь. Я наполняю вас мужеством, в вас нет ни робости, ни тревоги. У вас всегда будет моя поддержка. Привыкайте к успеху, ибо я люблю вас, и моя любовь всегда будет поддерживать вас в единстве со мной. Я не совершаю ошибок, у всего есть цель. Каждое событие в вашей жизни имеет свою причину. Ты – мое самое дорогое сокровище, и твоя жизнь в моих руках. Моя любовь достигла тебя, когда ты был далек, и я буду продолжать любить тебя, несмотря на ошибки. Я всегда неизменен, вчера, сегодня и навсегда. Мое мнение не меняется. Это я искал тебя, когда ты был измучен и разочарован, желая легко избавиться от боли. Однако я доказал, что жизнь и мир не скрываются за фальшивыми дверями. Главное – это упорство в процессе и противостояние страданиям. Положитесь на мое слово и идите непоколебимо, держась за мою руку. Тогда вы станете свидетелем огромных благословений. Я видел ваши слезы и был рядом, плакал вместе с вами, как верный друг, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.
И вы решите бороться дальше, так как я сражаюсь рядом с вами. Я рядом с вами, когда вы просите об этом, и сражаюсь за вас в минуты усталости. Мое небесное воинство всегда защищает вас. Часто вы не осознаете, от скольких трудностей я вас избавил. Я открываю вам глаза на сверхъестественный мир, чтобы вы увидели моих ангелов-воинов и те жестокие битвы, которые они ведут, защищая вас. Я защитил вас от роковых случайностей, остановил болезни у ворот вашего дома и посрамил замыслы злодеев. Я обличил врага вашей души, когда он хотел поглотить вас, и позаботился о вашей семье, выведя ее из пагубных ситуаций. Так будет и впредь, но я желаю, чтобы вы и ваша семья искали меня, верили моему слову и получали все благословения моих священных обетований. Поговорите с ними и передайте им, что я знаю их жизнь, и у меня есть особый план, который будет исполнен. Напишите 7,77, если вы верите в это. Передайте им, что они не должны расстраиваться или печалиться, и если им кажется, что они что-то потеряли, будь то материальные ценности, друг, работа или их собственные планы. Если они падают духом, повторите им эти слова. Все происходит не просто так. Наш любящий Бог все контролирует. В конце концов, даже те ситуации, которые кажутся негативными, обернутся в нашу пользу. Призывайте их искать каждый день и благодарить в любых обстоятельствах, как в хорошие, так и в трудные времена. Верьте в это, потому что когда их сердца наполняются хвалой, происходят удивительные чудеса. Передайте это послание дальше, не волнуйтесь, все будет хорошо. Сегодня я хочу поделиться с вами кое-чем. Пожалуйста, будьте внимательны, не отвлекайтесь, не откладывайте и не игнорируйте эти слова, ибо они для вашего блага. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю вас и всегда желаю дать вам любовь, утешение и руководство. Моя цель состоит в том, чтобы среди испытаний вы чувствовали себя защищенными, исправленными, благословенными и глубоко любимыми. Однако из-за моей любви к вам необходимо, чтобы вы прислушались к тому, что я собираюсь вам сказать, ибо это имеет решающее значение для исцеления вашего внутреннего существа. Вы должны знать о моих планах, ибо для меня нет ничего невозможного в этот чудесный период, когда вы постепенно узнавали меня, воспринимали, понимали и верили в мое слово, которое должно быть исполнено и никогда не подведет. Однако есть кое-что, требующее внимания. Я указываю на это не для того, чтобы вы чувствовали себя плохо или уныло, но для того, чтобы, если вы будете слушаться меня, ваши благословения умножились. Примите и согласитесь со словами, которыми я сейчас поделюсь. Если вы хотите, чтобы двери и окна небес открылись и был установлен мост в божественный и сверхъестественный мир, вы должны изгнать из своего сердца все жалобы и негатив. Я восхищаюсь вашей верой, но не позволяйте яду жалоб разрушить ваш подлинный образ веры. Не питайте негативных и пессимистических мыслей, ибо они могут разрастись, и без предупреждения ваша прекрасная вера может ослабнуть. Снимайте жалобы с уст, держитесь подальше от дружеских отношений, которые постоянно сеют в вашем сознании интриги, сомнения и обиды. Ищите мудрых друзей. Решите сегодня,
будете ли вы верить в меня и принимать положительные изменения и благословения, которые вы вскоре увидите. И если вы оставите жалобы, примите веру и будете держаться за надежду, отвергнув негатив, то в вашей душе произойдут прекрасные события, благословения, обеспечение, свобода, исцеление, семейная гармония и радость. Ваше сердце будет наполнено счастьем, все эти дары придут в ваше сердце, потому что вы решили верить в меня. Помните, я люблю вас. Напишите «Я люблю тебя, Бог» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Крепко держитесь за меня, отдайте мне эти сомнения и жалобы. Больше не боритесь, полагаясь только на свои силы. Дайте мне возможность благословить вас и показать вам, какую удивительную любовь я питаю к вам. Скажите, что вы доверяете мне. Аминь. Прошлой ночью я наблюдал за тобой, когда ты пыталась уснуть. Ты закрыл свои маленькие глазки и ворочался в постели в мыслях и воспоминаниях. Я видел, как ты вспоминал меня. Это приятно. Также прекрасно наблюдать, как мои дети, несмотря на свою занятость и усталость, помнят, что я их люблю и ценят мои благословения. Мне нравится твое благодарное отношение и то особое место, которое ты отводишь мне в своей жизни. Я также радуюсь вашим успехам, но самая большая радость для меня – наблюдать, как вы используете свою веру, чтобы встречать каждый день, любить свою семью и преодолевать трудности. Ваша вера – это не просто украшение, красивая фраза или листок бумаги. Это живой огонь, который сжигает негатив, формирует характер и преодолевает препятствия. Ваша вера может утешить больного и облегчить его страдания, а она может поделиться с окружающими благой вестью о любви. Ваша вера – это душа, а мое слово дает вам силу. Я уполномочил вас противостоять темным силам. Вы бдительны и готовы к битве, никакие препятствия вас не пугают. Ваша вера убеждает вас в том, что моя любовь к вам вечна и непоколебима. Я никогда не перестану любить вас, где бы вы ни находились, во время взлетов и падений жизни, в свете и тьме, в радости и печали, моя любовь неизменна. Я люблю тебя с одинаковой силой при любых обстоятельствах. Я всегда буду рядом, чтобы утешить тебя в минуты борьбы и тревоги. Моя любовь сладка, вечна, верна и искренна, а она настоящая и истинная, а она твоя навсегда. Однако я хочу, чтобы и вы любили меня. Отдай мне свое сердце и направь свой взор на путь послушания и благословения. Решение лежит перед тобой, в моем слове ты найдешь силу для своего сердца. Ваша вера – это ключ, открывающий сверхъестественные чудеса, которые повлияют на ваше поколение. Вы отдали мне свою верность, и в ответ я предлагаю вам свою защиту и любовь. Вы и ваша семья в моих руках. Я всегда был с вами, я буду с вами сегодня и буду продолжать быть с вами. Я покрываю вас своей лаской и с нежностью держу в своих руках, ибо вы – мое драгоценное сокровище. Ваша безопасность в моем слове, а защита в моей любви. Пишите 333, чтобы заявить об этом.
Я хочу сказать вам это с нежностью и терпением, желая, чтобы вы открыли свое сердце и нашли в моих словах божественную силу. Проблемы обязательно возникнут, враг будет упорствовать и пытаться затуманить ваши мысли, увести вас от вашей цели и заставить впасть в уныние и отчаяние. Вы уже знаете и приняли с твердостью и искренностью то, что вам сейчас известно. Вы не одиноки в своей борьбе и никогда не будете одиноки. Как могучий великан, я буду защищать вас и вести к победе. Идите вперед с верой, ибо я буду держать вас за руку и наполнять ваше существо своим духом. Ваша судьба – быть благословением, но прежде всего вы никогда не будете испытывать недостатка в моей любви. Будут времена, когда я попрошу вас отдохнуть, ценя ваше здоровье. Хотя я знаю, что вы и так это делаете, но жизнь порой отвлекает вас от дел. В такие моменты я буду касаться твоего плеча своей святой рукой и напоминать тебе, что пора отдохнуть, помолиться и подкрепиться моим словом. Я поздравляю и благословляю вас за то время, которое вы проводите со мной каждый день. Ваши отношения и верность удивительны, вы научились уверенно искать меня, и ваша благодарность обильно исцеляет ваше сердце. Ваша семья больше не будет унывать под влиянием мнения окружающих. Вы мудры, терпеливы и разумны, вы знаете свой путь, потому что уповаете на меня, вашего Небесного Отца. Окружающие завидуют вам, видя чудеса в вашей жизни. Завистники пытаются судить о тебе по внешним признакам, но я вижу твое сердце и знаю твою истинную сущность. Я знаю, что люблю тебя, и если люди придумывают ложь, чтобы причинить тебе боль, им придется встретиться со мной лицом к лицу. Не бойся, моя дорогая, я не бросил тебя в самые трудные минуты, и если я не бросил тебя тогда, то не брошу и сейчас, когда вижу твою преданность и рост. Ты приняла самое правильное решение, доверив мне свою жизнь и отдав мне свое сердце, себя и свою семью. Я люблю тебя, ты в безопасности и в моих руках. Что вы чувствуете, когда слышите, что я люблю вас? Что происходит в вашей голове, когда вы понимаете, что я слушаю ваши мысли и слежу за вашей ситуацией? Поймите, что вас очень ценят, защищают и любят. Моя цель, чтобы вы всегда чувствовали себя в безопасности, даже если в определенное время вы не ощущаете моего присутствия или любви. Мое слово гласит, что ничто и никто не разлучит вас со мной, даже если вас окружают бесчисленные враги и перед вами стоят, казалось бы, непреодолимые трудности. Никогда не сомневайтесь в моей любви. Мое обещание твердо, и в нем вы найдете убежище, даже когда обстоятельства сложатся не так, как вы ожидали, когда вы столкнетесь с предательством или разочарованием. Моя тень всегда окружает вас, и вам не нужно искать никого другого. Исповедуй это вслух, пусть вера и убежденность твоего духа будут услышаны до самых небес. Я верю в Тебя, Иисус. Вы не связаны своими эмоциями и не порабощены своими чувствами. Ваша вера тверда, вы верны и будете уповать на мое святое слово. Напишите 555, чтобы получить его, громко воскликните. Я уверен в Тебе, Христос Иисус,
даже если ты не можешь воспринять это в данный момент. Вокруг тебя собрались легионы ангелов-воинов, которые будут продолжать сражаться за тебя до тех пор, пока ты полностью не освободишься от своих невзгод и не обретешь свободу от тяготящей тебя ситуации. Это уже определено, это уже свершилось. Я сам тот, кто обеспечивает это и осуществит это. Ваше сердце преисполнено ликования, ибо его побуждает к этому мир, которого вы так жаждете. Я понимаю, что сейчас вы испытываете неописуемое чувство, но призываю вас, дорогой сын или дочь, даже если вы его не чувствуете, будьте уверены, что я рядом с вами. Я никогда не перестану любить вас, я всегда буду стоять на страже вашей защиты. Ночами я буду приходить, чтобы на рассвете ласкать твою душу и сидеть рядом с тобой. День за днем я буду оставаться здесь. Я люблю тебя. Ваше ожидание было долгим, но ваше благословение огромно и потрясающе. Ваше терпение расцвело, ваша вера окрепла, и, сделав правильный выбор, вы стали мудрыми. Вы проявили мужество, преодолевая препятствия на своем пути, и теперь вы здесь, готовые и подготовленные. Начните совершать этот прыжок веры и подниматься на эту гору. На вершине, которую я жду, я хочу поделиться с вами нежным и прекрасным откровением. Я хочу, чтобы вы по-настоящему познали любовь, которую я испытываю к вам, увидели, что я существую, что я всегда был внимателен к вашей жизни и нуждам, не скрывая своего лица. Я всегда внимательно прислушивался к твоим словам, и меня радует, что твоя вера непоколебима. Вы всегда доверяли мне, не колеблясь и не сомневаясь. Я знаю, что порой казалось, что мои ответы не доходят до вас, но мое присутствие окружало вас и защищало от зла. Мои ангелы сражались от твоего имени, повинуясь моим замыслам, работая над гармонизацией обстоятельств, в то время как я ускорял время. Несмотря ни на что, ты не сдавался, и ни одна жалоба не сходила с твоих уст. Прекрасно видеть такого сына или дочь, как ты, которые решили полностью отдать мне свою жизнь и так глубоко доверяют мне. Я безмерно счастлив быть твоим отцом. Мое желание – благословить тебя, дать тебе цель, которая наполнит твою жизнь удовлетворением и радостью. Я стремлюсь к тому, чтобы ты стал примером для подражания для своей семьи и своего общества, где бы ты ни находился. Вас не остановить. Двигайтесь вперед, преодолевайте препятствия на своем пути к счастью. Окружающие будут следить за вами. Вы – образец веры и преданности. Я буду продолжать благословлять вас всегда. Конца этому нет. Действуйте без колебаний, пользуйтесь властью, которой вы наделены. Терпеливо говорите с теми, кого вы так любите, приглашайте их искать меня, слушать меня, делиться чудесными благословениями, которыми я осыплю всех вас. Напишите 999, чтобы заявить об этом. Пришло время принять вызов, чтобы бороться, работать и учиться. Я даю вам ценные инструменты, чтобы разбить скалы, проложить новые пути и очистить силой моего слова и вашей веры все сорняки и мусор, которые пытаются помешать вам. Примите сегодня то, что я сообщаю вам.
Вы оказались в новой стране сверхъестественного благословения. Не позволяйте эмоциям и чувствам овладевать вами. Не реагируйте на гнев, не поддавайтесь шантажу, обвинениям или сожалениям. У меня всегда был прекрасный план для вас, даже если враг пытался помешать вам, отнять у вас желание жить и видеть процветание вашей семьи. Поэтому я призываю вас ежедневно принимать решение быть счастливым и верить в меня. Я наделил вас своим Святым Духом. И вы должны продолжать доверять и помогать другим, ведь многие разочаруют вас, отвернутся от вас, будут плохо отзываться о вас и предадут вас. Ведь в безнадежном мире воровство – это их способ выживания, у них нет совести, и они вредят тем, кто им помогает. Не бойтесь и не печальтесь. Вы похожи на меня. Я тоже помогаю и люблю многих, я благословлял и разочаровывался. Но я не могу перестать благословлять и любить. Ибо солнце восходит для всех, и дождь падает на праведных и неправедных. Ваша сила, поддержка, ободрение, уверенность, обеспечение, защита, жизнь и спасение зависят только от меня. Давайте идти вперед вместе, ты и я. Я люблю вас и жду вашего внимания. Найдите время, чтобы выслушать меня, не заботьтесь ни о чем другом. Каждое мое слово имеет ценность, и я должен еще раз сказать об этой прекрасной любви, которую я испытываю к вам. Моя любовь – это вечный договор, больше, чем фраза или эмоция. Я сказал тебе, что люблю тебя, и это записано моими собственными словами, подписано и скреплено моей кровью. Мои обещания нерушимы. Ты всегда будешь занимать место в моем сердце. Каждая ночная звезда была создана для того, чтобы освещать тебе путь во тьме и напоминать о том, что ты глубоко любим. Солнце светит для вас, озаряя своим светом тепло невидимой, но всепоглощающей любви. Почувствуйте мою любовь перед сном. Проснувшись и готовясь к новому дню, твердо верьте в то, что это настоящая любовь, а не фантазия или выдумка. Ваше самое большое желание – это любовь. И это то, что я даю вам. Я вливаю в вашу душу нечто настолько прекрасное, что это изменит ваш взгляд на жизнь. Я люблю вас, и для меня жизненно важно, чтобы вы ощутили эту реальность. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня, если наши материалы вас вдохновили. Оставляйте свои позитивные комментарии. Мы ценим вашу поддержку. Ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.